ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую субботу в Ухте прошла дискуссия на тему сохранения здоровья школьника. По статистике, к 11 классу в стандартном образовательном учреждении остается 1% абсолютно здоровых детей. Одна из причин проблем с тем же позвоночником – продолжительное сидение за партой. Вынужденное обездвиживание грозит ребенку и другими проблемами. У мальчика это агрессия, потому что необходимость мальчику двигаться по сравнению с девочкой, она в 5-6 раз выше. Поэтому, значит, когда его заставляют сидеть и говорят: так, сиди спокойно, причем еще уже в детском саду, не двигайся, не крутись, не вертись, он как-то все равно крутится, вертится, но все равно это у него вот эта вот потребность движения, она потом в итоге выражается в какие-то агрессивные манеры поведения. Постоянное сидение девочек негативно сказывается на формировании органов таза. Выход – постоянная смена динамических поз. Так что не ругайте чада за излишнюю активность. Пусть он 2 минуты сидел, 2 бегал, а 2 лежал на полу. Это полезно. Точно так же, как отказаться от гаджета. В идеале школьнику позволено лишь несколько часов за компьютером. Правда, не все родители это понимают, объясняя тем, что ребенок может отстать от развития технологий. Один из сотрудников Google говорит, его спрашивают: ну вот как так? Родители считают, что надо противостоять вызовам современности. Он отвечает: это супер легко. Это примерно так же, как научиться чистить зубы. В Google и подобных местах мы делаем технологии настолько тупо простыми, насколько это возможно. И я не вижу причины, по которой ребенок не сможет освоить их, когда станет старше. Ко всему прочему, специалисты предлагают включить в образовательную и воспитательную систему такие занятия, как каллиграфия и письмо перьевой ручкой. В отличие от шариковой, работа с ней более динамична, заставляет ребенка менять положение рук. Ну и хоровое пение. Оно не только развивает коллективную работу и дает так называемое чувство локтя, но и повышает уровень кислорода в крови.